Река Печора – самая большая река Северного края. Она протекает по республике Коми и Ненецкому автономному округу. Я, этноблогер и соавтор проекта «Территория Коми» Генрих Немчинов, проехал реку Печору практически всю. Что я видел на протяжении всей реки, расскажу в этом выпуске. Друзья, мы находимся на условном месте начала реки Печора. Вау, вот это река Печора. Вот это река Печора, друзья. Вот где она начинается все-таки. Исток Печоры находится в Печоро-Илычском заповеднике Троицко-Печорского района Республики Коми, в 10 километрах от Плата Мань-Пупунер. Это одно из 7 чудес России. До прекраснейших мест мы добирались 3 дня с Троицко-Печорска. Ехали сначала на аэроглиссере, потом шли пешком. А организатором экскурсии была туристическая компания Ирбис. Едем на лодке. Ветер усиливается, волны на реке тоже добавляются. Мы надели плавжилеты. Если утонем, нас так быстрее найдут. Следующее место на реке Печора — это там, где стоит поселок Якша. У меня о Якше на канале выходил целый фильм, поэтому тут останавливаться не буду. Пойду дальше по реке и дойду до села Усть-Илыч. Тут река Илыч впадает в Печору. Напротив села Усть-Илыч находится пристань, откуда выезжают на лодках жители сел на Илыче. И про Илыч у меня на канале выходил фильм. Он, кстати, стал обладателем 2-го места номинации «Блоги» в российском конкурсе «Смиротворец». Дальше река Печора пробегает по Вуктульскому району. Тут она выглядит уже мощнее, и шире, и глубже. Я Печору в Вуктульском районе видел, когда ездил экскурсией на реку Почерье в национальном парке Юг-2. Так, река Печора дальше идет и захватывает Печорский район. Ну да, так и есть. Ведь в Печорском районе находится один из самых крупных мостов Северной железной дороги, который как раз построен через реку Печора. Его еще фашисты во время Великой Отечественной войны хотели бомбануть. Эту операцию впоследствии назовут Печорский десант. В ночь с 5 на 6 июня 1943 года со стороны Карского моря ворвались 2 немецких самолета «Кондор». На территории Кожинского района вблизи поселка Кедровый Шор были сброшены диверсанты. У них стояла задача взорвать стратегический объект – мост над рекой Печора. По мосту шли поезда из Воркуты, а Воркута на тот момент обеспечивала всю страну топливом, углем. Взорвать мост не удалось, потому что диверсанты, договорившись, убили своего командира, а сами сдались местному НКВД. Подробная информация снова по QR-коду. Следующий район, где пробегает река Печора, это Усинский. В деревне Усинского района люди доезжают на заре. Теплоходы «Заря» – это серия советских скоростных глиссирующих речных судов для перевозки пассажиров и их багажа по малым рекам. Сегодня я в Денисовке оказался. В Денисовке нету совсем дорог. Есть один путь есть, это по реке Печора, поэтому тут у местных жителей, у каждого, наверное, есть лодка, и не одна. У нас каждый человек и каждый ребенок, он обязательно здоровается. Если он не поздоровался с тобой, значит, он держит какую-то обиду на тебя. Надо вот как-то уже узнать, что это такое. А так мы все здороваемся, что взрослый, что млад, что стар, потому что мы все здесь родственники и близкие, и у нас нету чужих, и у нас даже чужие, когда приезжают, они даже с нами все здороваются. Денисовка находится в Усинском районе, но она все равно отрезана от большого мира. Есть дорога только по воде летом и зимой по зимнику, по болоту ездят. В распутицу, когда на реке лед, на зимнике дорога растаявшая, проблема с продуктами. Вот продуктовый магазин тут стоит, сейчас как раз продукты доставляются более-менее, но все равно ценник из-за доставки высокий. А вот во время распутицы вообще бывает так, что продукты заканчиваются. Там, например, яйца, молочка, их просто под ноль, их нету вообще. Жители Припечорья из-за реки отрезаны от большого мира. Лечиться, допустим, в больницу нужно ехать на лодке, если это лето, если зима, по зимнику, на машине трястись часа 4-5. А в распутицу, когда и по зимнику не проедешь, и на реке ледоход, Ура, мы полетим домой! летает вертолет.
Жизнь, где ты находишься в зависимости от состояния реки, не знакома не понаслышке, ведь я тоже родился в Припечорье, Ижемский район. Я сам рос в Припечорье, в селе Брыкованск, с детства рыбачил на этой реке. Да, в последнее время река Печора в наших краях сохнет, образуются песчаные пустыни. Но я скажу, что у нас живут совсем неплохо, каждый день могут наблюдать красоту природы. У нас в селе очень хороший интернет, МТС, 4G, можно работать на удаленных профессиях и кайфовать. В соседнем селе Кипьево тоже хорошо, у меня фильм опять же выходил на канале. Помню, как вы, дорогие зрители, удивлялись, что в Кипьеве некоторые жители воду набирают как раз из реки Печора. На пароме переправимся на тот берег и доедем до Устильмы. После Ижемского района река Печора веселит и радует Устилимский район. Правда, из-за нее машины приходится перевозить на пароме. Потом еще по грунтовке ехать на машине, но это все временные трудности. Красота и необычность Устильмы стоит того. Вот и собрались на Устильмскую горку все, кто живет в Устильме. И очень много путешественников, как мы. Все смотрят, изучают былины, которые поют сейчас. И смотрят на сарафан. Сарафан очень привлекательный. Праздник Устилимская горка – это памятник культуры. Подлинный осколок Древней Руси. Благодаря новгородцам, которые приехали сюда во время раскола церкви. Вечер в Устильме дополнил краски горки. Как видно, много комаров. Очень много их летает. Пришлось надеть вот шапку и снуд. А еще у меня на спине. Решили остановиться спать прямо в палатке, чтобы до рассвета любоваться красивейшей природой и рекой Печора. После Устилимского района река Печора направляет свой курс прямо на север, пересекает границу Республики Коми и начинает радовать Ненецкий автономный округ. Мы очень надеемся, что проект «Территория Коми» вырастет до таких масштабов, когда мы будем изучать уже Россию, а не только Коми. А пока реку Печору я могу посмотреть в Ненецком автономном округе только по карте. Река Печора в Ненецком автономном округе вокруг себя собирает очень много озер. Да и на самой реке очень много островов. Так Печора протекает аж до самого Баренцева моря. Печора впадает в Баренцево море. Этот ролик я создал специально для того, чтобы вам показать, как одна маленькая река из вот такого малюсенького ручейка может превратиться в широчайшую, великую реку Печора. В Ненецком автономном округе ширина реки Печора достигает до 3 километров. Также и в жизни. Один маленький человек в течение многих сложных лет может превратиться в великого. Всем пока, до скорых встреч.